Объявление о повышении стоимости проезда на ряде городских маршрутов напугали сыктывкарцев. Индивидуальные предприниматели обещали поднять стоимость проезда до 35 рублей уже с 21 декабря. Позиция городских властей не в пользу перевозчиков. В мэрии отмечают, по установленным правилам сумма не может превышать 32 рубля. В ситуации разбиралась Дарья Волокжанина. Сразу на 7 рублей решили поднять индивидуальные перевозчики цену на проезд по городским маршрутам с 28 до 35 рублей. Уведомление о повышении стоимости оплаты с 21 декабря группа частных перевозчиков направила в администрацию города и получила отказ. Он, правда, перевозчикам не остановил. В автобусах появились предупреждающие о повышении цен объявления. Жители города в социальных сетях начали спор о целесообразности такого ценового роста. У нас город небольшой, все в шаговой доступности. Ходите пешком и экономьте на проезде и фитнесе. Вы цены на ГСМ и бензин видели? Про запчасти я вообще молчу. Надо просто зарплаты соответствующие росту цен платить. И вопросов будет меньше. Но не факт. Поднять цену на оплату проезда по нерегулируемым тарифам непросто. Решение можно вынести только при присутствии всех индивидуальных предпринимателей, входящих в товарищество перевозчиков. Цена, кстати, с неба тоже не берется. Есть формула, по которой рассчитывается критерий ценовой доступности. О повышении тарифа до 35 рублей и речи не было, сообщили в товариществе индивидуальных перевозчиков. Такое решение приняла исключительно инициативная группа из 5 индивидуальных предпринимателей. Товарищество индивидуальных перевозчиков пока не планировало поднятие тарифа до 35 рублей. Я предполагаю, что эта группа перевозчиков просто провоцирует, устроили провокацию, иначе это назвать нельзя, и пытаются привлечь внимание к своей деятельности. Проблема действительно сейчас у нас возникла однозначно в связи с поднятием цен на топливо. Да, цены поднялись существенно, и работа перевозчиков, она действительно обесценилась в разы. Индивидуальные перевозчики сами вправе устанавливать цену проезда, повышать или понижать ее. Но согласно федеральному закону об изменениях необходимо сообщать в мэрию. При этом в положении об организации транспортного обслуживания населения на территории Сыктывкара есть и временные рамки для этого не позднее, чем за 30 дней. Они-то и не были соблюдены предпринимателями, и поэтому перевозчики и получили отказ. Вот как этот вопрос комментируют в администрации города. Вместе с тем уведомление о принятом решении в части повышения стоимости оплаты проезда поступило в администрацию Сыктывкара только 2 декабря 2021 года. Таким образом, нарушен порядок уведомления уполномоченного органа и организатора перевозок. На основании вышеизложенного администрация Сыктывкара доводит до сведения, что повышение стоимости проезда на муниципальных маршрутах города Сыктывкара номер 4, 5, 6, 7, 17, 20, 23, 24, 25, 28, 44 до 35 рублей с 20 декабря 2021 года не представляется возможным. Представители товарищества индивидуальных перевозчиков, конечно, не исключают возможности повышения цены на проезд. На это есть объективные причины. Участников, входящих в товарищество по городским маршрутам, ездят 124 автобуса. Из них 74 машины на пропане, 24 на дизеле. Цены на эти виды топлива, стоит отметить, за последнее время существенно поднялись. Самое дешевое топливо – метан. На нем ездят только 7 единиц транспорта. Почти половина техники новая. Она взята в лизинг, за который тоже необходимо платить. У нас порядка 40% новой техники, да, по городу это видно. Более того, мы пошли навстречу просьбам и пассажиров, и просьбам маломобильных групп населения, и администрации, и взяли в лизинг, да, у нас вся техника лизинговая, автобусы среднего класса с площадкой низкий пол для перевозки маломобильных групп населения и мамочек с колясками, да, которые могут свободно попадать в транспорт. Конечно, расходы существенно увеличились в связи с этим. И вот такое поднятие цен на топливо, оно не позволяет нам функционировать полноценно. И однозначно мы думаем о том, что будет у нас какое-то поднятие, но это не будет 35 рублей. Последний рост тарифов в Сыктывкаре был в 2019 году. Тогда и на частных тарифах, и на маршрутах с АТП номер 1 был установлен тариф 28 рублей. С того времени прошло уже более 2 лет, а потому роста цены все-таки стоит ждать. Так в Сыктывкарском автотранспортном предприятии поделились. Сегодня на самом деле идет обсуждение подъема цены с 28 до 30 рублей. У нас маршруты обслуживаются по регулируемому тарифу. Соответственно, мы подаем заявку в тарифный комитет, формируя пакет документов и подтверждая свои затраты. И
тариф складывается и из пассажиропотока, которое было обследование в свое время, и из затрат. Сама стоимость поездки вся включает, понятно, затраты на топливо, обслуживание транспортных средств, заработную плату сотрудников. Соответственно, любой рост цен на продукцию, определенное топливо, опять же, закладывается в действующий новый тариф. Перевозчики в один голос твердят, низкий тариф не дает качественно обслуживать транспортные средства. Обновлять автопарк тоже необходимо. Последнее пополнение в СТП номер 1 было в 2018 году. Перевозчик планировал закупку новых автобусов в 2020-м, помешала пандемия. Большие затраты уходят и на СИЗы для сотрудников, и на санитарную обработку транспортных средств. А потому ждать повышения стоит, но уж точно не до 35 рублей. Дарья Вологжанина, Павел Люлянмин, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган.